Один из острейших вопросов является угольные разрезы. Их политика непонятная для народа, который идет вразрез с мнением народа. И также хотелось бы узнать, какое отношение, то есть какая политика у правительства по отношению к угольным разрезам. Может быть, я скажу, что и как я вижу, потому что несколько она отличается от некоторых взглядов членов правительства. Ну, во-первых, наши котловины – это уникальный регион, замкнут относительно и очень экологически ранимый регион. Поэтому развитие вот угольной отрасли, она вообще этому региону третий удар наносится. Первый удар был этому региону нанесен, когда солидные залежные земли распахали с небольшим слоем. И ветровая эрозия конца 50-х, начала 60-х годов существенно поменяла сельское хозяйство. Не надо было ту часть степи распахивать. Можно под таежную зону было распахивать. Но ура! Исполнение и так далее привело к этому. Второй урон экологически большой нанесен строительством гидроэлектростанций. Гидроэлектростанций, соответственно, алюминиевых заводов. Почему? Потому что появление этих больших водных зеркал, водохранилищ, Красноярского водохранилища, Саино-Шуйского водохранилища, она полностью поменяла климат. И раньше, если морозы были до 40, жара была за 30, но она легко переносилась, это континентально было. А теперь эти аккумуляторы. Осень глубоко стала, мягко, аккумуляторы медленно остывают, пока не станут. А потом весна сдвинулась, они пока раскроются и так далее. Это второй удар был нанесен. И третий удар – это нещадное открытие этих угольных месторождений, особенно Бийского. 17 разрезов у нас лицензии имеют. 17 лицензий. Поэтому что нужно сделать? Первое. Добиваться, чтобы новых разрезов не было. Второе. Добиваться восстановления конституционного права, чтобы два ключа вернули. То есть без решения согласия субъектов федерации ни одного не должно. В Конституции должна появиться Россия. Должна появиться запись о том, что земля и ее недра являются собственностью народа. А когда недра отдают в частные руки, получается то, что получилось и тогда. Кстати, угольная отрасль – это единственная отрасль из добывающих, где ни одного казенного рубля нету. Ни муниципального, ни бюджетного, никакого рубля нету. Все частные руки отдано. И вот это все начинает приводить к безудержной работе. Дальше. 12 контролирующих структур есть на территории Хакасии, которые подчиняются федерации, а здесь перед населением никакой ответственности не несут. Поэтому проверки регулярно, они должны публиковать и достоянием общественности. Росприроднадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, и начну и так далее. 12 структур, которые должны контролировать деятельность. Фактически, вроде бы взрывы эти идут, а говорят, все в норме. Ну, это блеф, конечно. Соответственно, надо в Хакасии однозначно надо создать единый комплексный центр мониторинга экологической ситуации. Казенный, государственный, республиканский. Потому что разрозненные проверки, мониторинг ничего не дадут. А теперь по собственным угольным предприятиям. Надо, конечно, заставить их, чтобы по ряду месторождений нужно поменять границы. Отодвинуть от Шалгинова однозначно, потому что граница отвода прямо около деревни. Это, отодвинут, от этого никто не пострадает. Заставить этих угольщиков переходить на подземную добычу горизонтальными штолами, 100 метров, 200 метров углубляться горизонтально, чтобы они использовали современные технологии и современное оборудование под это дело. То есть мы отобрать у них лицензию не сможем, но их заставить нужно при помощи общественного мнения и властей. Дальше. Надо, чтобы под общественным контролем находился вопрос организации инфраструктуры железнодорожной в Бейском каменном месторождении. Сейчас Майрых хочет строить мост через Абакан, Аршанова хочет строить через Абакан, ОВ хочет строить через Абакан, ЦУЭ хочет строить через Абакан. 4 моста
в промежутке 100 километров приведет к экологической катастрофе, потому что каждый мост – это сложное инженерное сооружение с подъездными путями, развязками и так далее. И станции примыкания у всех будет разные, то есть железнодорожный путь, где основные железная дорога. А, кстати, железная дорога, которая даже второй путь, если построится по Южно-Сибирскому транспортному, Южно-Сибирской железной дороге, Южсибу, этому нашему, она даже сегодня не может не справляться с вывозом кузбасских углей, не говоря наших. Поэтому здесь тоже растаториха будет. И, соответственно, возникает вопрос, чтобы формирование состава было там, в карьерах, а не в станциях примыкания. Надо дальше доработать вот эти соглашения, подходы, которые сделал с населением, договариваться с сельсоветами. Ведь мы же не просто переселение. Прощание материи, наверное, Распутин все знают. Это когда уходила старая деревня. Но этой деревне русской было всего 200 лет. А те курганы и могилы наших предков, пращуров, это 1000 лет. Мы же не можем так поступать со своими. С нами тогда поступит так же. Поэтому не просто все эти дела. И, соответственно, я вот из 9 пунктов набросал, что бы надо делать. Но в правительстве разные мнения. Есть разногласия, есть сторонники конкретных угольных разрезов. Есть лоббисты, но не без этого, конечно, это нормально. Но надо все-таки, чтобы в конечном итоге все экспортно, импортно, а у нас на уголь идет все время на экспорт, все внешнеэкономические документации, ведовские дела, все торговые дома, сделка должна происходить здесь. Тогда будет налогообложение, тогда будет справедливость относительно. Но самая главная проблема – законодатель нужно вернуть. Земля и недр – это народная собственность. Это не частно.